10 и 11 января во Дворце спорта 50 лет Победы мини-футбольный клуб «Заря» провел свои первые встречи в новом году. В рамках 8-го тура высшей лиги подопечные Олега Марченко принимали мини-футбольный клуб «Факел» из города Сургут, который подошел к этому матчу в качестве одного из лидеров турнирной таблицы. Счет встречи на 4-й минуте мощным ударом открыл Роман Султанов. Спустя пару минут ошибкой защитников воспользовался Дмитрий Пасаженников 1-1. Далее бывший игрок «Зари» Денис Крутиков двумя результативными ударами в течение 1 минуты обеспечивает «Факелу» комфортное преимущество в счете. Но под самый занавес первого периода это преимущество сокращает Антон Кусов. Вторая половина игры началась с 2 забитых мячей «Факела». Сначала отличился Денис Голунов, а затем Дмитрий Чернявский. В скором времени Артем Харченко мощным ударом издали сокращает отставание в счете 3-5. На 40-й минуте встречи дубль оформляет Голунов, а после свой 3-й мяч забивает Крутиков. Уступая со счетом 3-7, Олег Марченко решает выпустить 5-го полевого, и спустя пару минут это дает свои плоды. Александр Величко завершает атаку в большинстве, а затем 6-метровый реализует Антон Кусов. В одной из своих атак в большинстве «Заря» теряет мяч, и Роман Султанов дальним ударом поражает пустые ворота 5-8. За оставшиеся 3 минуты подопечные Олега Марченко, проявив настоящий характер, смогли вырвать ничью. Голы Александра Величко и Дмитрия Пасаженникова с игры, а также реализованный 10-метровый Антона Кусова позволили «Заре» вырвать в этой битве 1 очко. Итоговый счет 8-8, боевая ничья в первой игре тура. Вторая игра также получилась крайне напряженной и зрелищной. Как и в первом матче, счет на первых минутах открыли гости. Дмитрий Чернявский, разыграв стенку с Юрием Циммерманом, отличается результативным ударом 1-0. На 10-й минуте встречи «Заря» организовывает быстрый контрвыпад, в результате которого Сергей Волошин с передачи Антона Кусова сравнивает счет 1-1. Весь остаток первого периода команды демонстрировали равную борьбу. Как «Заря», так и «Факел» имели множество шансов для взятия ворот. Но удача улыбнулась гостям. Под самый занавес первой 25-минутки Георгий Нишнянидзе расстреливает ворота Александра Свидерского, который вышел на замену получившему повреждение Никите Евтушенко. Во второй половине игры зрители увидели также 3 взятия ворот. На 32-й минуте Антон Кусов поражает ворота гостей со штрафного удара. Капитан «Зари» сравнивает счет 2-2. Спустя пару минут «Факел» вновь выходит вперед. 10-метровый пенальти ударом от штанги реализует Денис Крутиков. А на 39-й минуте встречи Станислав Арсланов реализует выход 1 на 1 с вратарем гостей. Несмотря на то, что оставшееся время обе команды провели в атаках, счет не менялся 3-3. Команды вновь делят очки. В следующем туре первенства подопечные Олега Марченко принимали мини-футбольный клуб «Ишим Тюмень-2». К этой игре «Заря» подошла со значительными кадровыми проблемами. Из-за повреждения данную встречу пропускали Антон Кусов и Александр Величко. Но несмотря на это и на обескураживающее начало встречи, наша команда навязала настоящую борьбу одному из лидеров таблицы и в итоге добилась ничейного результата в тяжелейшей игре. Счет матча был открыт на 9-й минуте. Александр Марфенко с острого угла отправляет мяч в сетку наших ворот. «Заря» всеми силами бросилась отыгрываться и несколько раз была очень близка, чтобы сравнять счет, но удары наших игроков цели не достигали. В результате забить удалось гостям. За 3 минуты до конца первого периода Дмитрий Кривошеев удваивает преимущество ишимцев. Второй период начался с гола Артема Харченко. Игрок «Зари» распечатывает ворота гостей со штрафного удара 1-2. Далее «Заря» завладела игровым преимуществом. Команда всеми силами пыталась отыграться, но тут свое слово сказал Олег Исаев, который мощным ударом забил 3-й мяч гостей. 34-я минута 1-3. На 45-й минуте встречи капитан ишимцев Денис Абышев с передачи Амира Вахитова поражает пустые ворота 1-4. Казалось бы, гости уже сделали игру, ведь играть оставалось всего 5 минут, но «Заря» вновь проявила свой характер и силу духа. Гол Руслана Гаязова и дубль Афанасия Федорова приносят трудовую ничью в первом матче тура 4-4.
Вторая игра 9-го тура также проходила без участия лидеров «Зари» Кусова и Величко. Первую половину игры гости провели активнее, результатом чего стали 2 взятия ворот. Счет бильярдным ударом на 8-й минуте открыл Иван Кунгурцев, а второй мяч ишимцев провел Амир Вахитов. «Заря» неоднократно угрожала воротам гостей, но несмотря на все старания, первая половина игры закончилась в пользу Ишим Тюмень-2. Также концовку периода омрачило повреждение, полученное Афанасием Федоровым, из-за которого герой первого матча против ишимцев был вынужден досрочно завершить игру. Главные события, как и в предыдущей игре, развернулись во втором периоде. На 37-й минуте Дмитрий Кривошеев с передачи Ивана Кунгурцева забивает третий мяч гостей. Пропустив третий мяч, «Заря» озлобилась и начала действовать агрессивнее. Во многом благодаря этому команде удалось распечатать ворота гостей. Артем Харченко, приняв мяч на грудь, разворачивается и вколачивает его в сетку ворот Александра Александрова. А на 47-й минуте Дмитрий Пассаженников, играя пятого полевого, сокращает отставание до минимума 2-3. Подопечные Олега Марченко концовку игры провели в атаках, но забить им никак не удавалось. За пару мгновений до финального свистка, воспользовавшись потерей в атаке в 5 полевых, по пустым воротам пробил Амир Вахитов. 2-4 поражения во второй игре 9-го тура.